Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке географии. Сегодня мы с вами продолжим формировать систему географических знаний о природе Кыргызстана и рассмотрим природу Памира-Алайской горной области. Памира-Алайская горная область граничит с Узбекистаном на севере, на востоке с юго-западным Тяньшанем и Китаем, на юге и западе с Таджикистаном. В Памира-Алайскую горную область входят две провинции, с природой которых мы сегодня с вами познакомимся. Тема урока – Алай-Туркестанская провинция и Чон-Алайская провинция. Ребята, и начнем мы с вами с изучения природы Алай-Туркестанской провинции. Южная часть Ферганской долины к западу от бассейна реки Тар до бассейна реки Аксу называется Алай-Туркестанской провинцией. На юге естественными рубежами этой провинции являются Алайские и Туркестанские хребты. На севере естественные рубежи отсутствуют. Они проходят по государственной границе с Узбекистаном и Таджикистаном. Площадь Алай-Туркестанской провинции составляет более 30 тысяч квадратных километров. Протяженность с запада на восток 550 километров. Ширина провинции от 50 до 75 километров в западной части и до 100-110 километров в восточной части. По геологической структуре Алай-Туркестанская провинция входит в Южно-Тяньшанскую тектоническую область, образованную в результате герценской складчатости в среднем палеозое. В мезозойскую эру территория была залита древним морем, проходил процесс денудации. Современный облик рельефа провинции образовался в результате альпийской складчатости, начавшийся в Неогении и охвативший весь Тяньшань. Основными орографическими единицами Алай-Туркестанской провинции являются Алайские и Туркестанские хребты. У северных подножий Туркестанского и Алайского хребтов развиты сильно расчлененные лесовые предгорья – Адыры. Наивысшая точка Алай-Туркестанской провинции – пик Аскалу, 5621 метр. Самая низкая точка провинции находится в долине Кулунду, 401 метр. В Алай-Туркестанской провинции преобладают пестроцветные песчано-глинистые конгломератолесовые толщи, нередко придающие рельефу облик типичного бедленда – чапов. Алайский хребет протягивается выпуклой дугой к югу от долины Алайку до долины реки Сох на 400 километров. Средняя высота хребта 4000-4500 метров. Наивысшая точка – пик Тамдыкул, 5539 метров над уровнем моря, на водоразделе реки Сох. Название Алайский хребет вошло в употребление после военного похода генерала Михаила Скобелева в 1876 году. Хребет почти на всем протяжении покрыт вечными снегами, перевалы здесь очень высоки и трудны. Туркестанский хребет. Кыргызстану принадлежит лишь восточная часть, около 150 километров. Остальная западная часть хребта лежит на территории Узбекистана и Таджикистана. Средняя его высота 4000 метров. Наивысшая точка – пик Аскалу, 5621 метр над уровнем моря. В палеозойских известняках развиты карстовые процессы, где формируются пещеры.
Пещера Кан-и-Гут с огромными залами в северной передовой гряде Туркестанского хребта имеет большое культурно-историческое значение. Эта пещера была очень знаменита в эпоху Великого Шелкового пути. Внутри пещеры можно увидеть наскальные рисунки и следы древних геолого-разведочных работ. Когда-то в этой пещере добывалось серебро. Горы Сары-Тол. По разным данным, здесь раньше было море Сармат. Позже оно высохло. На этом месте можно обнаружить много окаменелостей, раковин ископаемых моллюсков, гетеродонтов и останков растений, которые росли 485 миллионов лет назад. На склоне горы растут цветы разных форм и видов. Цветы, окаменелости и голубое небо вместе создают непередаваемую красоту. Наверное, самое знаменитое место – это гора Айгуль-Таш. Она находится в 20 километрах от города Баткен. Здесь растет знаменитый цветок айгуль. Думаю, нет человека, который не знает про этот уникальный цветок. В переводе с кыргызского языка айгуль означает «лунный цветок». Такое название ему дали, потому что он растет только на теневой стороне горы. Этот цветок очень красивый. Его выделяет яркий оранжевый цвет лепестков и довольно большой размер, очень нетипичный для горных растений. Цветок занесен в Красную книгу, и поэтому срывать или пасти скот на этой горе запрещено. В Алай-Туркестанской провинции имеется несколько видов полезных ископаемых. Добывается бурый уголь юрского периода в Кызылкие, Сулюкте, Апшире и Алмалыке. Нефть Риштан, Чонкара, Чангырташ и газ Сары-Камыш, накопленные среди морских отложений палеогена. Хорошо известно значение ртути, Айдаркен и Чаувай, Сурьмы, Кадамжай и Терексай. Имеется месторождение золота, Апрельское, Ничкису, Турук, серебро, Джилису, а также найдены месторождения драгоценных и полудрагоценных камней. Климат Алай-Туркестанской провинции континентальный и засушливый. Для этих мест не характерно значительное увеличение количества осадков по мере возрастания высоты на склонах гор, обрамляющих Ферганскую долину с востока и севера. Причина этого состоит в том, что влажные воздушные массы идут параллельно Алайскому и Туркестанскому хребтам. В июле самая высокая температура в городе Ош – плюс 38,7 градусов по Цельсию. Самые низкие температуры воздуха зимой на метеостанции Теминген – минус 29,1 градуса по Цельсию. В зимние месяцы наблюдается температурная инверсия. Годовое количество осадков 120-530 мм в год. Реки Алай-Туркестанской провинции относятся к бассейну реки Сыр-Дарья. Первое место по расходу воды занимает река Сох. Левыми притоками реки Сыр-Дарья являются реки Сох, Исфара, Аксу и Сфайрам-Сай. Левыми притоками реки Кара-Дарья являются реки Куршаб, Акбура, Араван-Сай. На склонах хребтов и в ущельях лежат многочисленные ледники, большинство из которых небольшие, каровые и, как правило, частично или полностью покрыты моренными отложениями.
Самые большие ледники – Арча-Баши и Абрамова, расположены на Алайском хребте. Айкёль – озеро, расположено в национальном природном парке Саркент на высоте 3000 метров. Озеро находится на северном склоне Туркестанского хребта, который входит в горную систему Памира-Алая. Айкёль с кыргызского языка переводится как «лунное озеро». Название озера произошло из-за формы, которая похожа на изогнутую луну. К сожалению, подойти к озеру и погулять по берегу не получится, так как его окружают скалы. Увидеть всю красоту озера можно только с высоты. Зимой озеро полностью замерзает. Цель национального природного парка Саркент – сохранение и защита растений и животных, находящихся на грани исчезновения. Государственный парк создан в 2009 году. Большую часть парка занимают арчевые леса. Здесь находится 5 высокогорных озер. На территории парка очень много интересных пещер разных форм и размеров. В парке можно встретить животных, занесенных в Красную книгу. Это снежные барсы, рыси, бурые медведи, горные орлы, балабаны. Здесь, как и на всей территории Кыргызстана, наблюдается высотная поясность. Самый нижний пояс – зона пустынь и полупустынь, которые формируются на подгорных равнинах и низких адырах до 1000-1500 метров на обыкновенных и темных сероземах с господством эфемеровых. Выше, на высоте 1300-2200 метров, формируются субтропические ландшафты типа степей на светло-бурых и коричневых почвах. В ущельях Алайского хребта растут можжевельник, миндаль, абрикос, грецкий орех. На высоте 2000-3000 метров на коричневых и светло-коричневых почвах формируются арчевые редколесья, которые сочетаются с луговыми степями. Затем выше 3000 метров степи, луговые степи, можжевельники переходят в субальпийские и альпийские луга. И, наконец, выше 3600 метров над уровнем моря расположены нивальные ландшафты. Итак, ребята, мы познакомились с природой Алай-Туркестанской провинции. Многоводные реки, начинающиеся с ледников, несмотря на засушливый характер климата, способствовали освоению долин, предгорий и подгорных равнин. В настоящее время вся территория, обеспеченная поливной водой, превращена в цветущие культурные ландшафты. Высокогорье используется в качестве летних пастбищ. А сейчас давайте познакомимся с природой еще одной провинции – Чон-Алайской. На самом юге республики между Алайским и Чон-Алайским хребтами расположена Алайская долина, протянувшаяся с востока на запад на 200 километров. Ширина долины по ее днищу 3,27 километров, а от гребня Алайского хребта до гребня Чон-Алайского хребта до 50 километров. Самое высокое место в днище Алайской долины – это перевал Туя-Мурун, 3536 метров, расположенный на востоке водораздела. А самое низкое место вблизи села Карамык на западе – 2400 метров. Средняя высота долины свыше 3000 метров. Дно Алайской долины выровнено
и слегка поката на запад. На юге долины встречаются следы оледенений, которые широкой полосой расположены в предгорьях Чон-Алайского хребта, занятых моренными неровностями и корытообразными долинами. Местное население называет эти места чукурами. Южный склон Алайского хребта, окаймляющего долину с севера, короткий и крутой. Северный склон Чон-Алайского хребта очень высокий и крутой, покрыт ледниками и снежниками и является северной окраиной Памирской горной системы. Средняя его высота 5500 метров над уровнем моря. Это выше общей высоты Памира. Самая высокая точка провинции – пик Ленина, высотой 7134 метра над уровнем моря. В 1871 году Алексей Федченко вместе со своей женой Ольгой Федченко совершил грандиозное в то время путешествие, проехав верхом на лошадях свыше 1000 километров по территории Каканского ханства. Федченко обследовал северные отроги Туркестанского и Алайского хребтов и Алайскую долину. Ими были собраны коллекции флоры и фауны. Впервые описан Заалайский хребет и открыта его высшая точка – пик Ленина. Первое восхождение на пик Ленина было совершено немецкими альпинистами Карлом Винном, Ойгеном Альвайном и Эрвином Шнайдером в 1928 году. В 1958 году на его вершину поднялась первая женщина – альпинистка Екатерина Мамлеева. Чон-Алайский хребет по истории формирования относится к самым молодым горам на территории Кыргызстана. Его развитие завершилось в конце Палеогена и в начале Неогена, и он освободился от моря во время альпийской складчатости. Из-за высотного положения лето в Алайской долине прохладное, зима холодная, с продолжительным снежным периодом. Самая низкая температура минус 41,7 градусов по Цельсию отмечена в Сары-Таше, а самая высокая температура плюс 33,3 градуса по Цельсию на метеостанции Дараут-Коргон. Среднее многолетнее количество атмосферных осадков составляет в Сары-Таше 334 мм в год, в Дараут-Коргоне 276 мм в год. Снеговая линия на северных склонах Чон-Алайского хребта располагается на высотах 4200-4600 метров над уровнем моря. Гребни же гор достигают высоты 6-7 тысяч метров, и поэтому создаются благоприятные условия для образования ледников. На северных склонах Чон-Алайского хребта и в бассейне реки Коксу имеется около 200 ледников. Основные их площади расположены вокруг пика Ленина и в районе пика Корумду. Основной водный поток, протекающий по Алайской долине, это река Кызыл-Су с водой красноватого оттенка, одна из составляющих реки Вахш, входящая в систему Аму-Дарьи. Самый крупный водный поток в восточной части Алайской долины – река Восточная Кызыл-Су, является левым притоком реки Маркан-Су, одной из составляющих реки Тарим. Крупные притоки реки Кызыл-Су – Алтын-Дайра, Ачыкташ, Каман-Су и Коксу. Основные источники питания –
Ледниковые и снеговые воды относятся к типу тяньшанских рек с летним половодьем. Для Алайской долины характерны аридные ландшафты. Почвы и растительность распространены по высотным поясам. Самый нижний пояс до высоты 2500 метров. Это полынные полупустыни и сухие степи на светло-бурых почвах, развиты на террасовых равнинах и в предгорьях западной части долины. Самый широкий диапазон занимает нивально-глициальный пояс, расположенный от высот 3600-3900 метров до 7000 метров над уровнем моря. Большая часть площади покрыта снежниками и ледниками. На участках, где распространены рыхлые породы, выше 3000 метров встречается многолетняя мерзлота и природные комплексы, связанные с ней. В предгорьях Чоналайского хребта встречаются ландшафты с интенсивно протекающими карстовыми процессами. Животный мир не богат, но своеобразен и имеет много общего с иртами Тяньшаня. Обитают горные козлы, горный баран, архар, бурый медведь, снежный барс, большеухая пищуха, гималайская агама, туркестанский геккон, узорчатый полос. Из птиц встречается агарь, стервятник, улар, кумай. Подавляющая часть естественных ресурсов Алайской долины – это пастбища. Пахотно-пригодных участков здесь очень мало. Большинство этих территорий нуждается в орошении. Выращивается пшеница, ячмень и кормовые растения. В поймах рек на низких террасах расположены и сенокосные угодья. В Алайской долине развито яководство. Родина яков – горной области Тибета, где они обитают на протяжении последних 10 тысяч лет. Дикий як очень сильный и свирепый, а домашние яки имеют более дружелюбный характер и более спокойное поведение. Ребята, а сейчас настало время для закрепления пройденного материала. Давайте ответим на несколько вопросов. С какой страной не граничит Памира-Алайская горная область? Правильный ответ – с Казахстаном. Наивысшая точка Памира-Алайской горной области. Правильный ответ – пик Ленина, 7134 метра. На каком хребте расположена пещера Кан-Игут? Правильный ответ – Туркестанский хребет. Кто из путешественников исследовал северные отроги Туркестанского и Алайского хребтов, Алайскую долину, впервые описал Заалайский хребет и открыл его наивысшую точку – пик Ленина? Правильный ответ – Алексей Федченко. Основной водный поток, протекающий по Алайской долине, это река. Правильный ответ – река Кызылсу. Под какой цифрой обозначен Алайский хребет? Алайский хребет обозначен под цифрой 3. Ребята, вот и подошел наш урок к завершению. Сегодня мы с вами рассмотрели рельеф и геологическую историю, климат и внутренние воды, ландшафты Алай-Туркестанской и Чон-Алайской провинции. Желаю вам творческих успехов. До новых встреч!